Песнями, танцами и народными гуляниями. Именно так провела Северная Осетия один из главных праздников страны – День России. Праздничные мероприятия прошли на площади Свободы и в Центральном парке. Участие в них приняли не только профессиональные артисты, но и студенты Северо-Осетинского государственного университета. Одним из главных событий дня стало выступление гостей нашей республики Кубанского казачьего хора. А закончился вечер по традиции салютом. Подробнее в материале моего коллеги Хета Гаплиева. Дорогие друзья, мы великий народ, объединенный вереницей поколений. Уверен, что вместе мы добьемся успеха. 1995 год. Страна принимала поздравления от главы государства. В этот день впервые прошли праздничные мероприятия. С тех пор праздник каждый год это «Необъятная Россия» от Калининграда до Владивостока. В многоликой России не теряется и Северная Осетия. Праздник республика встретила насыщенной программой. На сцене выступают молодые таланты Северо-Осетинского госуниверситета. Актеры подготовили постановки, песни и танцы. Не только традиционные, но и других народов и национальностей, которых в республике проживает около 100. Алан – бессменный ведущий главных национальных праздников. Не первый год принимает участие в значимых мероприятиях, проходящих в республике. Признается, что каждое событие воспринимает по-особенному. Лично для меня, как для ведущего этих мероприятий, это прежде всего ответственность. Прежде всего ответственность, потому что чтобы передать атмосферу праздника, передать величие этого праздника, это не просто там какой-то конферанс, представить того или иного артиста, подвести к значимости праздника, к величию праздника. И, наверное, ответственность более высокая. Обычный концерт, чем обычный конферанс. Песни и музыка из летней площадки «Ракушка» эхом разносятся по Центральному парку культуры и отдыха, радуя гостей и жителей республики. Сергей Семенов приехал во Владикавказ из Вологодской области. Праздник пришелся ему по душе. Для него было неожиданностью увидеть осетинские, русские, греческие и другие национальные танцы. Мы занимаемся, я с женой приехал и с детьми, мы занимаемся, изучаем наши национальные, там, где мы живем, вот, и записываем фольклор, и песни, и танцы. Так что нам это очень близко. А вечером на площади Свободы во Владикавказе выступил один из старейших коллективов России – Кубанский казачий хор. В этом году коллективу исполнится 210 лет. Сегодня замечательный праздник, День России. Да? Это очень такой замечательный праздник, который объединяет всю нашу страну, независимо от национальности, вероисповедания. Да? Концерт нам очень понравился, очень хороший. Я его очень часто слушаю везде, и вот он сюда приезжал неоднократно. День России отмечают уже 31 год. Менялось лишь название, но праздник всегда радовал теплой дружеской атмосферой. Хета Гаплиев, Александр Левченко, Мария Котаева. Специально для программы «В итоге».